Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Дарья Кудрявцева. Сегодня в программе. Погранслужба Туркменистана приведена в состояние полной боевой готовности в связи с ужесточившимися боями на границе с Афганистаном. Официальные источники это не комментируют, а независимая пресса говорит о возрастающем напряжении. Дело в том, что похоже на то, что афганские силы сами, официальные силы сами не справляются. В Таджикистане впервые за 25 лет независимости строится новый город. Ожидается, что Сайхун, рассчитанный на 250 тысяч человек, поможет решить проблемы перенаселенности Сагдийской области страны. Из-за того, что мы живем в горной местности, не хватает места нам. Решили переселиться сюда. Дорога в школу с риском для жизни. За последний месяц на трассе Шымкент-Алматы проезжающими машинами были сбиты 18 школьников. Ради детей сторожим эту дорогу. Восстание книголюбов. Читателям одной из московских библиотек удалось отменить решение московских властей отдать здание библиотеки Следственному комитету после проведения пикета в ее защиту. Господа офицеры, вы не правы, недостойно, не солидно. Что же, за женщинами-библиотекаршами-то воевать, да с книгой. Очередной теракт в столице Афганистана стал крупнейшим с августа прошлого года. По меньшей мере 28 человек убиты, более 300 ранены. Взрыв прогремел утром во вторник в районе, неподалеку от которого находятся военные комплексы и Министерство обороны страны. Представители МВД Афганистана заявляют, что теракт был устроен смертником. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Взрыв произошел через несколько дней после того, как афганские талибы объявили о начале весеннего наступления. Ранее боевики «Талибана» заявляли, что по всей стране готовится серия масштабных атак. Так называемое весеннее наступление Талибана проходит сразу в нескольких провинциях Афганистана. По сообщению Министерства обороны страны, бои идут в Нангахаре, Газни, Кандагаре, Балхе, Фарьябе, Кундузе и Хельманде. По официальным данным, более 96 боевиков Талибана были уничтожены, более 90 ранено. В спецоперации также погибло по меньшей мере 5 афганских военнослужащих. Обострение ситуации наблюдается и в провинции Бадгиз, которая граничит с Туркменистаном. Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», пограничные и военные структуры страны приведены в состояние повышенной боеготовности. В непосредственной близости от границы уже 3 недели идут бои между правительственными войсками Афганистана и боевиками движения «Талибан». Туркменские власти опасаются, что боевые действия могут переместиться на территорию страны. Об этой ситуации моя коллега Шахида Якуб побеседовала с политическим обозревателем Мирхатом Шарипжаном. Мирхат, у меня первый вопрос. Информации о том, что происходит на афгано-туркменской границе, очень мало. Все, что мы знаем, это то, что уже несколько недель идут бои. Есть ли какие-то подробности или истории с другой стороны? Ну, дело в том, что в такой стране, как Туркменистан, где все закрыто, информации практически нет. Официальные лица или официальные источники ничего не дают. Вся информация идет от местных жителей через всякие блоги. Ситуация стала усугубляться с 2014 года. Уже в 2014 году именно афганские средства массовой информации, не туркменские, а афганские средства массовой информации сообщали о нападениях афганских группировок на пограничников Туркменистана, и были, значит, даже жертвы. А вот афганские группировки, это Талибан или это так называемый ИГИЛ, или это кто? Тут очень сложно сказать. Первые, значит, сообщения были, что это местные туркмены, афганские туркмены. Кстати, вот с той стороны границы живут в основном туркмены, да, этнические. Они, значит, нападали на ту сторону с тем, чтобы предотвратить перекрытие каких-то рек, что какие-то земельные споры были. Хорошо, вот в данный момент речь идет о нескольких неделях каких-то перестрелок, боев прямо на границе с Туркменистаном. В Туркменистане недавно прошли военные учения какие-то беспрецедентные. Вы сейчас говорите, что подтягивается военная техника и все такое. Но в случае крупномасштабного нападения или, скажем, ужесточения боев на границе, сможет ли Туркменистан сам по себе себя обезопасить? Или все-таки прибегнет к помощи той же самой России или каких-то других государств? Ну, это тоже интересный вопрос. Дело в том, что вот буквально в январе этого года Лавров был, министр иностранных дел России, был с официальным визитом в Ашхабаде. И там вот интересная фраза была со стороны Лаврова. Если в этих усилиях потребуется наша помощь, конечно, мы будем в ней заинтересованы, но, повторю еще раз, сегодня наши туркменистанские друзья подробно рассказали о том, как надежно закрывают границу с Афганистаном. Россия готова оказать помощь Туркменистану,
в совместном патрулировании афгано-туркменской границы. И тут же добавил, что пока Туркменистан в этом не нуждается. Было похоже, что он просто повторил ответ туркменской стороны, который, скорее всего, было предложено, вот такая ситуация. И туркмены, как мы знаем, со времен Сапармурада Ниязова, Туркменистан официально является нейтральным государством, никаких, никакой помощи, особенно военной, ни от кого не хочет официально. У меня последний вопрос. А кто-либо может с афганской стороны, даже сама афганская армия, как-то обезопасить эту сторону границы? Вот я думаю, что самым правильным было бы начать оказывать помощь Афганистану, а не Туркменистану. Ну и Туркменистану, может быть, тоже, и Таджикистану в том числе. Дело в том, что похоже на то, что афганские силы сами, официальные силы сами не справляются. Вот там вот ситуация там же несколько течений. Там не только Талибан, там исламское движение Узбекистана очень сильное, которое, то было с Талибаном, то потом, присягнуло на верность исламскому государству. То есть какие-то у них там между собой какие-то неурядицы. Есть какие-то, я уже отметил, есть несогласия этнических туркмен по поводу орошения там каких-то земель, которые разделены границей и так далее. То есть тут очень серьезный клубок. И я думаю, что вот эти все проблемы могут быть использованы Россией, не только Россией. На фоне обострения ситуации на афгано-туркменской границе в соседнем Таджикистане начались совместные учения государств-членов ОДКБ. В них принимают участие около 1500 военных из Таджикистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. А накануне начала учений в России начались испытания ракеты комплекса «Искандер-М». Большая часть полета ракеты проходила на высоте около 50 километров. При этом условный противник не смог ее обнаружить средствами радиоэлектронной борьбы. Цель, подземный командный пункт, находилась в 200 километрах от места запуска, и она была успешно поражена. Напомним, комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения боевой техники и наземных объектов противника на расстоянии до 500 километров. Он может оснащаться различными типами ракет, в том числе с ядерной боеголовкой. Считается, что «Искандер-М» существенно превосходит зарубежные аналоги по точности и оперативности подготовки к запуску. В Таджикистане впервые за все время независимости страны строится новое поселение. Городок Сайхун в Сагдийской области, рассчитанный на 250 тысяч человек. Необходимость в новом поселении возникла уже давно. Большинство районов области страдают из-за перенаселенности. Какие условия создаются для переселенцев, сколько стоит жилье и где будут работать местные жители? На все эти вопросы ответы искал наш корреспондент в Таджикистане Анушервон Арипов. Из-за того, что мы живем в горной местности, не хватает места нам. Решили переселиться сюда, купили землю и потихоньку отстраиваемся. Мазбут Махдудов и все его родственники, братья, дяди, Шурин и 3 зятя, всего 18 семей, переселяются из Айнинского района страны в новый городок Сайхун. В родном поселке им приходилось ютиться в 3 домах. Здесь коттедж будет у каждой семьи. Строят сами, но готовые проекты выбрали в администрации городка. Здесь будет по проекту жилой дом 10 на 10 метров, всего 100 квадратных метров. Это дом моего дяди. Как только работники закончат заливать фундамент, начнем рядом копать такой же для моего дома. Мазбут говорит, что ему и его родственникам предлагали участки земли в 6 соток на окраине городка совершенно бесплатно. Но семейный совет решил, лучше купить землю в центре. 10 соток стоят около $600. На строительство каждого дома уйдет еще по $2000. Если на участок у всех хватило, то дома они будут строить в среднем около 1,5 лет. Руководством области для 5000 семей уже выданы земельные участки для частного строительства. Сотни семей начали строительство домов. Сайхун – первый новый город, который будет построен за годы независимости страны. Решение о его создании принято из-за перенаселенности в Сагдийской области. Помимо частного сектора, здесь будет 19 микрорайонов из многоквартирных домов и коттеджей. Для проживания порядка 40 тысяч семей.
Крупное строительство большинство компаний пока приостановили, финансовый кризис. Но чиновники обещают, что в ближайшее время оно будет возобновлено, благодаря запуску в области ряда крупных предприятий по производству строительных материалов, что привело к падению цен в несколько раз. Застройщики говорят, главное, чтобы был спрос, тогда и работы будут идти быстрее. Вот эта дорога будет шириной 20 метров, еще 20 метров будет аллея. Затем для движения в обратном направлении еще 20 метров. Сегодня в Сайхуне создается инфраструктура, широкие дороги, водопровод, гидроподстанции и линии электропередач. Подумали здесь и о рабочих местах. По плану многие жители будут заняты в управлении и компаниях по оказанию услуг. Кроме того, неподалеку от города должен быть построен металлургический комбинат. Возле города Сайхун более 1000 гектаров интенсивных фруктовых садов, орошаемых капельным методом. Здесь растут абрикос, чернослив, персик. Более 200 семей, которые захотят осесть здесь, получат по 5 гектаров земли. Это и возможность заработка, и дополнительные деньги на обустройство своих домов. Всего планируется строительство 4 новых городов в стране, но в сегодняшних условиях неизвестно, когда начнутся работы. По городу Сайхун строительные компании также не могут назвать сроков. На его возведение может уйти и 2, и 5, и 10 лет. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Дорога в школу с риском для жизни. За последний месяц на трассе Шымкент-Алматы проезжающими машинами были сбиты 18 школьников. Ради детей сторожим эту дорогу. Восстание книголюбов. Читателям одной из московских библиотек удалось отменить решение московских властей отдать здание библиотеки Следственному комитету после проведения пикета в ее защиту. Господа офицеры, вы не правы, недостойно, не солидно. Что же, с женщинами-библиотекаршами-то воевать, да с книгой. Казахстанские меценаты помогают матерям-одиночкам, которые не могут содержать своих детей. Уже 3 года в 18 городах республики работают дома матери, где женщины с детьми могут найти пищу и кров. Репортаж моего коллеги Дмитрия Белякова. Этот алматинский дом матери – один из 26 подобных в республике. Здесь постоянно проживают 14 девушек со своими детьми. Они участницы программы общественного фонда, созданного на деньги казахстанских бизнесменов в 2013 году. Для матерей-одиночек, которые оказались обманутыми своими мужчинами и не поддерживают отношения с родственниками, сегодня это единственный путь сохранить детей. Питание и проживание в домах матери бесплатное. Девушки могут жить здесь год, за который им помогают восстановить необходимые документы, оформить пособие на ребенка и устроиться на работу. У каждой девушки своя трагичная история, однако в большинстве своем обстоятельства схожи. Сирот почти, считайте, нет, 1, 2. В основном это девушки, которые остались одни, обманутые, обманули парня, что женимся. И многие заключают брак в этом мечети, поверив, что брак зарегистрирован, однако зарегистрировать так с его стороны родители не принимают. Адреса и телефоны домов матери не найти в интернете. Единственный путь сюда – это телефоны горячей линии, которые можно узнать в роддомах и женских консультациях. Многие девушки не желают показывать лица, так как боятся, что их могут узнать родственники или знакомые. Махаббат приехала в Алмату 4 года назад в поисках работы. Будущий отец ребенка исчез, как только узнал о беременности, а родственники в ауле не ждут ее назад. Дом матери для нее единственная возможность найти место в жизни. Здесь, наоборот, помогают, поддерживают, чтобы ты вышла на работу, смотрят за детьми друг друга. Ну, как бы мы так поддерживаем, помогаем друг другу. Координаторы нам помогают, чтобы мы вышли на работу, чтобы и научились чему-то. Вы считаете, это вам по силам, вы сможете? Да. Не только мне, всем, кто находится здесь, девочкам по силам. В доме матери девушки могут обучиться востребованной специальности и получить сертификат повара-кондитера, парикмахера или швеи. В некоторых домах даже открыты специальные цеха, и девушки выполняют частные заказы. За время работы общественного проекта удалось спасти от сиротства уже почти 1500 детей.
Изначально было установлено, что приют в домах могут обрести женщины от 18 до 34 лет. Однако реальность диктует свои условия, и меценаты открыли специальный дом для несовершеннолетних матерей-одиночек. В нашем проекте общественного фонда АНАЕ был открыт дом молодой мамы в городе Кокчетау. Там у нас мамочки от 14 лет до 18 лет. То есть эти мамочки, которые сейчас находятся в этом доме, они проживают там до совершеннолетия. Был заключен меморандум с управлением образования, с управлением Горздрава, где мамочки, находясь в доме, могут получить среднее общеобразовательное образование. Следующий этап в развитии проекта – открытие социального детского сада в Алма-Ате. Многие девушки, приходящие в дом матери, имеют высшее педагогическое или медицинское образование. Именно они станут работниками детского сада, а выпускницы домов матерей смогут бесплатно оставлять в нем детей для того, чтобы заработать себе на дальнейшую жизнь. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Дорога в школу с риском для жизни. Жители одного из микрорайонов Шымкента обеспокоены тем, что дорога в школу стала экстримом. На трассе Шымкент-Алматы произошло несколько ДТП с участием школьников. Только за последний месяц 18 аварий с участием детей. Многие попали в больницу. В прошлом году из микрорайона до школы, расстояние между которыми составляет несколько автобусных остановок, ездил общественный транспорт. Однако в этом году его нет. Здесь пассажиропоток был маленький, поэтому сообщение было остановлено из-за нерентабельности. Это же частные компании все. Ну, вы же знаете, пока ремонтируют дорогу, не могут на время открыть другую дорогу. Жители жалуются. На трассе, через которую школьники теперь ходят пешком, нет даже предупредительных знаков. Да еще и трасса сейчас ремонтируется. Я себе места не нахожу, пока ребенок не придет из школы. Утром мы провожаем детей и помогаем им пересечь дорогу. В полдень встречаем. Некоторые дети учатся в 3-ю смену. Ради детей сторожим эту дорогу. Школа расположена вдоль трассы Шымкент-Алматы. Без подготовительной группы в школе насчитывается 2700 детей. Школьникам сложно переходить дорогу. Сложности будут и по завершению ремонта дороги. Так как это большая трасса, то уже сейчас нужно взяться за строительство подземных переходов. Однако, по мнению специалистов районного отдела транспорта, жители должны запастись терпением и с пониманием отнестись к временным трудностям. В Узбекистане, в Наманганской области, сотрудники милиции возвращают в школы детей, работающих грузчиками. Источник радио «Зодлик» в Управлении народного образования области говорит, что за последние 2 дня были найдены десятки детей, которые вместо учебы в школе подрабатывали на местных рынках. С применением детского труда пытаются бороться и в соседнем Туркменистане. Власти строго следят за тем, чтобы детский труд не эксплуатировался, однако во время летних каникул часто можно встретить детей, торгующих на рынках. В большинстве своем это дети из бедных семей. На заработанные летом деньги они покупают себе одежду и школьные принадлежности. Контейнер с радиоактивным ураном пытались продать в Грузии 6 человек, которых уже задержали спецслужбы. Откуда к ним попало радиоактивное вещество, пока неизвестно. Общая стоимость партии урана оценивается в $200 миллионов. Сообщается, что среди задержанных 3 граждан Грузии и 1 гражданин Армении. С подробностями Мария Яблонская. Где подозреваемые приобрели уран-238 и был ли у них покупатель, грузинские спецслужбы не сообщают. В понедельник власти страны заявили, что задержали 3 граждан Грузии и 3 граждан Армении, которые пытались продать партию радиоактивного вещества на $200 миллионов. Участники группировки планировали продать этот радиоактивный материал, уран-238, за $200 миллионов и были задержаны в момент продажи. В квартире одного из задержанных нашли контейнер фабричного производства для транспортировки урана. Учитывая гамма излучения, характер источника и данные радиационной экспертизы, изъятая субстанция опасна для жизни и здоровья. Уран-238 используется на реакторах-размножителях для производства ядерного топлива. Грузия транзитное государство, потому что именно через Грузию, через море поступает в Грузию и в Азербайджан, и в Армению. Хотя, вот с другой стороны, почему уже 3-й раз фигурирует граждане Армении? Только в Армении работает единственная атомная электростанция на всем Южном Кавказе. Им как-то это может быть связано с этим. Тбилисский городской суд оставил задержанных под стражей на время следствия. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет тюрьмы. Верховенство Конституционного суда над международным правом в России поддерживают многие. Среди них глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Его ведомство на днях потребовало выселить одну из московских библиотек, чтобы разместить там следователей. Решение о выселении библиотеки имени Данте Алигьери московские власти отменили, но только после того, как читатели вышли на ее защиту. О восстании любителей книг. Вадим Кондаков. Раннее утро. У закрытых дверей библиотеки имени Данте Алигьери лежат красные гвоздики. На окнах плакаты с надписями «СОС». И тут же рядом на страже 12 разгневанных читателей. Это ужасно, это просто такое хамство. Я в следующий раз приду, а моя квартира тоже перевернулась. Тоже не объясняет, что программы культурные на этом накроются, погибнут однозначно. Прямо тут на скамейке они подписывают петицию, требуют отменить приказ о передаче помещения библиотеки Следственному комитету. С 15 числа приостановить работу по обслуживанию населения библиотеки 183, организовать упаковку и перемещение книжного фонда, оборудования, мебели. С этим приказом сюда уже приезжали, чтобы отключить и забрать технику из электронного читального зала. Здесь еще сейчас более-менее относительный порядок. Сначала здесь было все вот так. После этого визита библиотекари уже почти ни на что не надеялись. Им сказали, что книжные фонды перевезут в 2 разных помещения, подальше от центра, и что места там хватит не для всех книг. Предупредили сразу, что 1/5 часть фонда точно не войдет. А если 1/5, это значит четверть. Не ходи к гадалке. Нас водили меж стройных рядов редких книг по опустевшим залам и комнатам, где ежедневно проводились концерты, кружки и образовательные курсы. И с какой-то грустной безысходностью задавались одним и тем же, в общем-то, риторическим вопросом, почему их отсюда выгоняют. Если кто-то услышит из господ офицеров СК, хочется им сказать: господа офицеры, вы не правы, недостойно, не солидно. Что же, с женщинами-библиотекаршами-то воевать, да с книгами. А тем временем у крыльца библиотеки кипели страсти. Просто стоять и ждать, когда отсюда начнут выносить книги, читатели уже не могли. И тогда пошли в соседний подъезд, в Следственный комитет, чтобы потребовать объяснений. 40 минут, кто больше. Полицейские, охраняющие здание, читателей внутрь не пустили, пообещав, что к ним выйдет представитель СК. Но воинственно настроенная Мариэта Чудакова, известный критик и библиотекарь с 20-летним стажем, не дожидаясь уполномоченного лица, стыдила власти за принятое решение. Нельзя смешить мир. Мы, нация с огромным культурным наследием, на глазах всего мира библиотеку имени Данте отдаем Следственному комитету. Ну, всему пределы должны быть. Представитель комитета к ним так и не вышел, зато к зданию подъехали 2 полицейских наряда. Кажется, там в СК опасались этой кучки разгневанных читателей. Хотя особых надежд на счастливый конец, похоже, не питали уже и сами библиотекари. Нет, милости мы не ждем что, вообще. У них там совесть просят? Нет, ну что, какая совесть? Это не то понятие, которым они оперируют. Однако буквально через несколько часов пришла неожиданная весть, что столичные власти считают решение о выселении библиотеки самоуправством и трогать ее не собираются. Кто знает, возможно, именно читательский крестовый поход на Следственный комитет решил этот вопрос. А может быть, что-то еще. Но плакаты с надписями «СОС» библиотекари пока не снимают. На всякий случай. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Российский фотограф Сергей Пономарев получил Пулитцеровскую премию, главную американскую награду в области журналистики. Вместе с группой фотографов он удостоился награды за совместный проект о кризисе беженцев в Европе. Сергей Пономарев 9 лет проработал в агентстве Associated Press, после стал фрилансером, освещал войну на востоке Украины, а в прошлом году получил престижную премию World Press Photo за репортаж из Газы. Во время вручения Пулитцеровской премии в редакции The New York Times Сергей Пономарев говорил о том, что в своих работах он вдохновляется мыслями о трагедии маленького человека, описанной в повести «Шинель» Николая Гоголя. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.